Погрузчики по очереди один за другим загружают палеты с яблоками в фуру. На каждом таком поддоне около 500 килограмм яблок. В общем, из Ингушетии для беженцев из Донбасса отправляется более 6 тонн яблок 3 видов. К началу весны витамины будут кстати. Также для беженцев собраны предметы первой необходимости, средства личной гигиены и индивидуальной защиты. Сегодня мы по поручению главы Республики Ингушетия идет погрузка вот этой машины, в которой есть продукты первой необходимости, защитные средства, то есть все то, что необходимо людям для того, чтобы обосноваться на новом месте именно в первое время. Также мы сейчас находимся на территории сада «Гигант», идет погрузка яблок, которые тоже витаминным, как мы знаем, зимой и весной, особенно детям, старикам, очень необходимы для того, чтобы поправить свое физическое здоровье, находиться в нормальной форме. Сбор произведен с помощью руководства республики, местных предпринимателей и производителей. Кроме того, в рамках акции «Мы вместе» объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев. Сборный пункт, который открыт на базе регионального исполкома ОНФ. Принимаются детское питание, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми, одежда, средства гигиены, бытовая техника, канцтовары. Обязательное условие – все должно быть новое. В регионе открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины. В первую очередь, конечно, люди нуждаются в средствах гигиены, в средствах первой необходимости, это постельные принадлежности, санитарные принадлежности, также продукты питания. В общем, все, что люди могут дать для того, чтобы это было передано беженцам, мы готовы собирать все это дело в Назране по адресу улица Чеченская, 8А. На базе исполкома Общероссийского народного фронта идет сбор гуманитарной помощи именно от граждан, от населения республики. Вы можете сказать, что это не разовая акция, правильно? Конечно, нет. Это именно сегодня идет то, что акция идет по поручению главы республики, выделена все, вот эта погрузка идет. А так, в целом, от населения, от бизнеса, от любого желающего помочь, мы ведем сбор помощи ежедневно. Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а после более 70 регионов России объявили о готовности принять людей из Донецкой и Луганской народных республик, которых эвакуируют в страну. Среди них и Ингушетия. Позже в сборный пункт, который открыт в Ростове-на-Дону, хлынули машины с гуманитарной помощью. Конечно, мы всячески должны оказывать материальную помощь и помощь беженцам с этих двух республик. Поэтому эта помощь, я думаю, что будет необходима. И кстати, потому что все, что делается, это все необходимо, потому что те, которые вышли из своих домов, у них практически ничего нет. Машина с гуманитарной помощью также заехала в Назрань, где в нее загрузили около 10 тонн чистой питьевой воды. Фура загружена, бензобаки полные. В ближайшее время помощь от Ингушетии поступит в пункт сбора в Ростове-на-Дону, а далее ее распределят между беженцами, которые в ней так нуждаются. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.